Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами об уровне финансовой грамотности якутской молодежи. Внимание на экран. В современных реалиях молодежь довольно рано сталкивается с финансовыми вопросами. Необходимо принимать решения по личным доходам и расходам. А это достаточно проблематично при отсутствии необходимого уровня финансовой грамотности. Многие считают, что финансовая грамотность необходима только предпринимателям, но это не так. В 21 веке это жизненно необходимый навык, залог финансовой независимости и уверенности в своем будущем. Майя Курнева, кандидат экономических наук, директор Института развития профессиональных компетенций и квалификаций Open, председатель Ассоциации молодых экономистов Республики Саха-Якутия. В своей профессиональной и общественной деятельности Майя занимается как вопросами повышения квалификации кадров, так и развитием понимания экономики в нашем обществе. Умеет ли молодежь правильно распоряжаться своими финансами? И что должен знать человек, чтобы быть грамотным в финансовых вопросах? Финансовая грамотность – необходимый навык для комфортной жизни. Друзья, чтобы разобраться в данной проблеме, нам нужно разделиться на две группы. Оптимисты – те, кто считает, что финансовая грамотность – это тренд, которым исследуют как взрослые, так и молодежь. И она сейчас дает те ощутимые плоды, которые способствуют улучшению качества нашей жизни. Пессимисты же говорят, что молодые люди не хотят или не умеют правильно распоряжаться своими финансами, пренебрегая основам финансовой грамотности. В основном это те молодые люди, которых обеспечивают родные. При этом каждая из сторон должна перетянуть на свою сторону больше участников. Итак, ребята, выбираем зоны. Оптимисты будут справа, Пессимисты слева. делимся. Итак, встречаем нашего героя. Девушка с активной жизненной позицией. Кандидат экономических наук. Майя Курнева. Майя, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута, чтобы вы могли рассказать о себе. Я по первому образованию горный инженер-геолог. Далее защитилась по экономике природопользования, кандидат экономических наук. Сейчас работаю в образовании, а именно в доп. Образовании. Это дополнительное профессиональное образование. Также являюсь председателем Ассоциации молодых экономистов. И наша ассоциация на протяжении долгого времени поняла о том, что экономика – это не только дело экономистов, а экономика – дело каждого. Здорово, аплодисменты. Сейчас небольшой блиц-интервью, быстрые вопросы, быстрые ответы. И первый вопрос. Что такое финансовая грамотность? Финансовая грамотность сейчас она подразумевает больше вопросы насчет мошенничества. Но на самом деле это очень большой спектр вопросов, включая инвестиции. Может ли финансово неграмотный человек стать успешным? Я думаю, нет. Вот уже который год наша республика входит в топ самых закредитованных регионов нашей страны. Как вы считаете, с чем это связано? Я думаю, что мы просто не умеем жить по доходам. Телефонные и интернет-мошенники изрядно потрепали нервы местным жителям. Как вы считаете, в чем их успешность? Почему они так успешны? О том, что они... я думаю, что не они успешны, а наши люди не знают. Доверчивые. Доверчивые, да. И я вот сама была, один раз был один звонок, они мне позвонили в 5 утра. И я действительно растерялась и часть информации передала. С какими мифами об экономистах вы встречались? То, что они востребованы на рынке труда. Это миф? Да. Иждивенческое ли у нас общество? Я думаю, да. Итак, Майя, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, и пообщаться с нашей темой. Это у нас студенты, рабочая творческая молодежь. Справа от вас расположились оптимисты. Они считают, что финансовая грамотность – это тренд, закрепившийся, которому следуют как взрослые, так и молодежь. И это дает свои ощутимые плоды. Слева же от вас расположились пессимисты. Они считают, что молодые люди не умеют или не хотят распоряжаться деньгами, пренебрегая основами финансовой грамотности. В основном, это о молодых людях, которых обеспечивают до сих пор родители. Вот, друзья, сейчас мы обращаемся к вам, к нашей аудитории.
Поделитесь, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Ну и давайте начнем с оптимистов. Я выбрала сторону оптимистов, потому что я считаю себя финансово грамотной, потому что время не стоит на месте, как сказали ведущие. Пессимисты, почему вы выбрали эту сторону? Я думаю, что в наше время наше общество, в общем, акцентировано, постоянно вот работает от зарплаты до зарплаты, и нужно, хотя бы вот детей, не только детей, но подростков, всех научить по финансовой грамотности и грамотно распределять свои доходы, и, в общем, в дальнейшем перспективе не было трудностей. И я считаю, что это самое главное, ведь деньги — это ресурс, деньги всегда двигаются. И если деньги, где-нибудь под подушку, это в народе говорится, да, типа сберечь свои деньги, но так это не работает. Деньги должны работать именно в плане инвестирования. Ну и сейчас актуальная криптовалюта, акции, фонды и вклады. Ну и, в общем, такой. Но я тоже сам этим занимаюсь и более-менее разбираюсь. Обучаешься? Обучаюсь. Спасибо, аплодисменты. Оптимисты, давайте послушаем вас. В нынешнее время молодежь, я думаю, по моему мнению, правильно распоряжается своими деньгами. Пессимисты, почему вы выбрали эту сторону? Я выбрал сторону пессимистов, потому что считаю, что молодежь, которая считает себя финансово грамотной, ошибочно думает об этом. И есть исключения. Есть явно финансово грамотные, но те, кто считает себя ярыми, они слишком То есть иллюзорно делают свои выводы. нельзя стать финансово грамотным, не обучаясь этому? Да. Нужно знать основы всего и вся. Давайте еще одно мнение послушаем от оптимистов. Я выбрал сторону оптимистов, потому что я считаю, что я могу себя обеспечить, и что нынешняя молодежь может себя обеспечить, подрабатывая и совмещать работу и учебу вместе. Давайте последнее мнение, да? Да. Со стороны пессимистов. Я выбрал сторону пессимистов, потому что я сам не умею тратить деньги по-разумному. Зато честно. Спасибо. Аплодисменты. Друзья, давайте сейчас перейдем к вопросам к нашему гостю. Поэтому, соответственно, давайте начнем опять же с оптимистов. Ребята, ваш вопрос к Майе. Как вы относитесь к инвесторам? Очень хорошо. Я на самом деле сама инвестирую. Вот у меня в этом году как раз был первая инвестиция, можно так сказать, в недвижимость, но через банк. Я считаю, что это действительно тот пассивный доход, который можно достичь, вкладывая свои средства. А вот такой вот встречный вопрос. А как вы относитесь к вот этим вот инвесторам-самоучкам? Все равно вкладываю через брокеров. У нас нет такого, что человек захотел и сам пошел, вложил. Это все равно через службы, но, конечно, нужно выбирать службы, потому что я, насколько знаю, что у нас есть такая брокерская фирма одна, но я про нее нигде не слышала в рекламе. Но я считаю, что безопаснее через банк. Потому что все равно, когда ребята говорили, что нужны определенные знания и так далее, действительно, на это нужно и знания, и время, следить за ростом акций, облигаций и так далее. Поэтому я доверяю банку. Так, вопрос от пессимистов, пожалуйста. Экономика – это всегда про деньги. Нет, экономика не про деньги, экономика про отношения, в том числе и про рыночные отношения, в котором крутятся деньги. Назовите самые главные методы финансовой грамотности. Жить по доходам, как я ранее говорила. То есть у нас люди живут, как говорится, едят доширак с айфонами с последней модели. И вот в этом и перекос. И закредитованность, про которую говорили,
То есть у меня самой был опыт, когда я была молодым специалистом, только переехала в Якутск, я взяла первый свой кредит, точнее их почему-то было 2, я вот пыталась вспомнить, почему, какой второй был. Я взяла кредит именно, чтобы слетать в путешествие. Я где-то 2 года, кажется, выплачивала этот кредит. Как только я перестала его платить, я подумала, я самый богатый человек на свете. В этом плане нужно жить по доходам. Самое главное. Считаете, что это заблуждением, что по методу инвестирования в некоторых акций и фонды, люди думают, что если я начну инвестировать, то буду сразу зарабатывать больше, чем раньше. А это, по моему мнению, инвестирование это в долгосрочной перспективе, и чтобы в дальнейшем не жить на пенсии и иметь у себя пассивный доход, уже пассивный доход, да. Если мы считаем, что 3 года это краткосрочное, то и на 3 года можно тоже вложиться и получить определенный доход. Но, как правило, люди инвестируют дальше. Соответственно, продлевая получая пассивный доход и продлевая свои инвестиции. Еще вопрос. Как вы сделали, чтобы в нынешнее время общество уже начало распределять свой доход и не акцентировало на материальные благи? Просто об этом нужно говорить много. Сейчас везде. очень много реклам по поводу инвестирования, и они думают, что, вы же знаете, что такое MLM-проекты, IPO, да? И там проценты очень большие, как кэшбэк, Я не думаю, что если они там вкладывают деньги, и они потеряют свои средства. Поэтому нужно обращаться к компаниям, которым можно доверять. Поэтому я говорю про банки, а не про какие-то фирмы, которые обещают большие проценты здесь и сейчас. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Только в мышеловке. А вы сами обучаете где-нибудь курсы? Можно подумать, но пока у нас таких курсов нет. Но я так знаю о том, что в интернете очень много есть бесплатных контента, который можно посмотреть и научиться. Является ли залогом финансовой грамотности экономическое образование? Нет, потому что финансовая грамотность это как один из необходимых навыков сегодняшнего дня. То есть этим должен владеть каждый. Ну и давайте последний вопрос послушаем. А с чего вы начали свой путь к финансовой грамотности? Когда я выплатила свой последний кредит. После этого поняла, что так жить я больше никогда не буду. Очень интересно узнать, Майя, вы же сами по специальности, если не ошибаюсь, инженер, правильно? А как вы вообще пришли к экономике? Дело в том, что я после того, как закончила геологоразведочный факультет, я поступила на экономику управления предприятиями горной промышленности и геологоразведки. То есть менеджер именно в сфере геологии. И я работала в Мирном, и я подумала, что нужно углубить, сделать следующий шаг и поступить в аспирантуру. И поступила в аспирантуру именно по экономике, на стыке, получается, наук, экономика природопользования. Вот так я пришла в экономику. Интересно, здорово. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому внимание на экран. Как считаете, умеете ли вы правильно расходовать свои финансы? Да, умею. А если говорить о нашем обществе, есть ли у нас финансовая грамотность или все-таки ее не хватает? Нет, не хватает. Как развивать финансовую грамотность? Открывать новые школы именно. И все. Ее надо начинать развивать с детского сада. Мое поколение, наше поколение, для нашего, поколения этого не делали. И сейчас этого не делают. Все-таки нету. В большинстве своем нету. 75% точно. Нужно развивать финансовую Конечно, надо. Конечно, обязательно. Как считаете, каким образом это можно сделать? Проводить какие-то тренинги, наверное, по телевидению что-то показывать, объяснять, передачи какие-то делать. Не хватает, конечно, потому что надо это вообще с детства надо.
Я думаю, вообще было бы хорошо в школе. Вот такой был бы предмет. Ну, думаю, стоит развивать, наверное. Каким образом можно развить финансовую грамотность? Ну, не знаю, может, какие-то передачи. Вполне возможно, чтобы... А если говорить вот о том, чтобы говорить об этом в школе или в семье, это важно? Да, я думаю, да. Умеете ли вы зарабатывать деньги? Да я так не думаю. Совсем не умею. Могу только тратить. Почему так считаете? Ну, потому что поняла это вот к своему сегодняшнему возрасту, что я этого не умею делать. Конечно, я на это учился и работаю уже давно. Да, такой вопрос. Как считаете, умеете ли вы правильно расходовать свои финансы? Нет, не умею. Ну, пытаюсь зарабатывать, да. Как считаете, умеете ли вы правильно расходовать свои финансы? Вот последние полгода уже вот я начала вести вот доходы, расходы, вот с помощью этого вот учусь уже. Наверное, нет. Да, жила бы не в Якутске. Интересно. А как считаете, умеете ли вы правильно расходовать свои финансы? Стараюсь, учусь по ходу. Каким образом учитесь, если не секрет? Ну, интернет-помощь. Не знаю, затрудняюсь ответить, умею или нет. Хорошо. Как считаете, умеете ли вы правильно расходовать свои финансы? Ну, сейчас, я думаю, да. Друзья, как мы видим из опроса, большинство наших респондентов, наших горожан считают, что тратить заработанные деньги они не умеют. Давайте обратимся к нашей аудитории. Вот вы, друзья, считаете ли то, что вы умеете правильно не только зарабатывать, но и, скажем так, распределять свои собственные финансы? Давайте начнем с пессимистов. Я только начинаю учиться, но уже очень глубоко интересуюсь криптовалютами и фондами. А так в акцию более-менее разбираюсь. Ну, нужно следить за в мировых масштабах общее положение, да? И, ну, по крайней мере, нет. Стараюсь каждый месяц вложить куда-нибудь в фонды, криптовалюты. Оптимисты, а как вы считаете, умеете ли вы правильно расходовать свои средства? Я думаю, что я трачу свои средства правильно. А на что ты тратишь, если не секрет? Я трачу на первую необходимость. На предметы первой необходимости? Да. Понятно. Спасибо. А получается откладывать? Ну, не совсем. Давайте поаплодируем. Пессимисты, на что вы тратите свои деньги? Я обычно трачу свои деньги на питание и обычно на развлечения. Вы говорили про то, что инвестирование это может быть долгосрочное и недолгосрочное, но при этом вы сказали 3 года. Поэтому я хочу зарабатывать именно здесь и сейчас. Свои средства я трачу на пропитание и стараюсь откладывать там по мелочам. Получается? Ну да, получается. Здорово. Деньги уходят на развлечения. В основном на развлечения. Друзья, вот такой вопрос. Как вы считаете, в действительности ли большинство молодых людей, то есть молодежи, они тратят свои деньги на развлечения? Действительно ли так получается, что там большая часть стипендий, заработанных средств, не идут там на то, что можно бы было, наверное, и не тратиться? Согласны ли вы с этим? Давайте послушаем наших пессимистов. Мои деньги идут на питание, во-первых, и на, если честно, на косметические услуги. А так, в нашем времени очень много стало таких развлекательных центров, таких как бары, там, клубы. На это и очень тратится молодежи. Также мы. Но мы хотим, во-первых, этого. Ну, как бы идет такое время, что люди хотят развлекаться, но не думают о будущем.
И хотя они не так уж и богаты, просто они, не думая, идут и просто тратятся. Вот в чем проблема. Нужно как-то контролировать себя и откладывать на будущее нужно. Майя, вы согласны с тем, что у нас все же молодежь в большинстве своем тратит свои деньги на развлечения? На то, что можно было бы не тратиться? Ну, послушав мнение ребят, я думаю, да. Ну, и на самом деле студенчество – это же та пора, в которой ты не думаешь ни о чем. Соответственно, как бы, если есть развилка между тем, скопить деньги или потратить, лучше, наверное, потратить. А вот если мы говорим об индустрии, так сказать, развлечений, она у нас в действительности в Якутии она развита. Как вы считаете, причиной этому что является? Потому что в действительности высокий спрос, либо же наоборот у нас тут действует закон того, что предложение влияет на формирование спроса? Я думаю на то, что у нас есть деньги, то есть есть спрос. Сейчас как бы... Вот мне рассказывали коллеги, те, которые постарше, когда вот в 90-е годы, когда не было денег, не было и ничего развлекательного и не было. Получается, сейчас есть деньги, соответственно, есть спрос, ну и появляется достаточно много предложений. Если говорить о формировании вообще финансовой грамотности, она все же формируется больше в семье или в школе? Кто за это должен быть ответственен? Как вы считаете, ребят? Давайте вместе начнем. Кто за формирование финансовой грамотности несет ответственность? Школа, университет, либо же это семья, родители? Я считаю, что семья там... В первую очередь. В первую очередь, да. Родители на своем примере показывают, как надо пользоваться денежными средствами. Я так считаю. Я считаю, что да. Но сам лично я не люблю брать деньги от родителей. Потому что, когда ты берешь деньги у родителей, ты чувствуешь то, что ты должен понимать то, что ты уже взрослый. Ты должен уже сам себя обеспечивать. Если ты берешь деньги у родителей, ты делаешь им не больно и ничего, просто ты делаешь им трудную жизнь. Они будут тратить деньги на вас. На взрослого человека. Да. Майя, как вы считаете, где все-таки нужно развивать финансовую грамотность? В семье или в школе? Ну, безусловно, в семье, потому что, вот, как участники говорят, дети копируют взрослых. Есть же поговорка: воспитывание детей, воспитывай себя. На самом деле, в действительности, когда мы смотрим на своих родителей, мы берем их в пример, и как они распоряжаются деньгами, я думаю, прививается и в нас. Но, тем не менее, нужно не отрицать того, что в школе это тоже должно быть. Вот я, например, являюсь экспертом юниорское подразделение «Шага в будущее» по направлению экономика. И приходит очень много детей, которые действительно делают бизнес-проекты и рассказывают, как они зарабатывают. И в этом меня очень радует с точки зрения того, что уже подрастает молодежь, которая как раз-таки уже воспитывая кроликов, не знаю, червей и так далее, уже прививает эти, можно сказать, основы финансовой грамотности. Ну и опять-таки, если мы говорим в школе, в действительности ребенок опять-таки смотрит на взрослого, смотрит на учителей, которые должны транслировать тоже некий такой позитив, а не с точки зрения того, что все плохо и так далее. Ну и, то есть нам, как взрослым, нужно брать ответственность, просто своим примером давать молодежи, воспитывать молодежь. А вот представим, в школе внедряют уроки финансовой грамотности. Насколько они будут полезны, как вы считаете, если в семье финансовой грамотности не будут уделять внимания? Ну, опять как это будет организовано. То есть, если это будет просто нудное чтение лекций о том, что такое деньги и что такое мошенники и так далее, это будет скучно. Дети сейчас все равно привыкли к новым форматам. Соответственно, если это будет, например, продажа оригами, ярмарка и так далее, когда можно показать детям, на чем можно зарабатывать, как откладывать и как самостоятельно уже тратить деньги, то, я думаю, это было бы эффективно. Вот, Майя, как вы считаете, с какого возраста нужно начинать прививать детям, молодежи финансовую грамотность?
Ну, чем раньше, тем лучше. Я своим племянникам с 3 лет даю деньги. Они откладывают, купят. Ну, покупаем копилки, которые они... Но и когда даже идем в магазин, я говорю, доставай свои деньги. Ну, то есть, чем раньше, тем лучше. На самом деле. А какие методы вот способствуют, на ваш взгляд, тому, чтобы у нас финансовая грамотность развивалась? Давать детям деньги, чтобы они могли распоряжаться ими, покупать, тратить. Мне кажется, еще нужно детям давать выбор. То есть, если ты даешь ему определенную сумму ребенку, то он уже выбирает, на что он ее тратит. Либо на свою хотелку, либо откладывает на что-то побольше. Также и со взрослыми работает. И вот, давайте перейдем к нашей следующей теме. Вообще финансовая неграмотность – это общегосударственная проблема. Как вы считаете, что вы думаете вообще по этому поводу? И это общегосударственная проблема, от которой зависит вообще развитие экономики в стране и в мире. Согласны ли вы с этим? Если наш народ будет неграмотным в отношении экономики, то я считаю, что мы застрянем на одном месте. Чтобы двигаться дальше, нам нужно развиваться, развивать экономику, развивать финансы, развивать финансовую грамотность. И для этого нужно научить людей тратить свои деньги на свое благополучие и на будущее. Майя, а вы как считаете? Ну, я думаю, конечно, мы начнем жить лучше, если у нас люди выйдут из кредитов и начнут действительно вкладывать свои деньги в развитие, ну, в те же инвестиции, да? Что такое инвестиции? Это ты же вкладываешь в развитие той или иной компании, той или иной индустрии. Соответственно, как только люди выйдут из кредитов, начнут вкладываться, появятся средства на развитие, и благодаря народному, можно сказать, финансированию будут компании, процветать отрасли, соответственно, и возвращаясь людям, будет процветание жизни, ну, самого человека. А может ли вообще человек прожить жизнь без кредитов? Ведь зачастую их берут от безысходности. Ну, смотря под какие цели. То есть бывает, потому что тебе нужен кредит, потому что тебе трубу прорвало в минус 40, а бывает то, что тебе просто нужно в минус 40 улететь, там, из депрессии полечить. Ну, на моря, например. Соответственно, от цели и происходит о том, что берут люди кредит или нет. Ну, и зачастую люди, не знающие, берут кредиты у микрозаймов, у которых очень большой процент, и очень хорошие условия, чтобы их получить. Вот. И в этом плане, если даже берете в кредит, лучше взять нормально в банке под нормальные проценты, то есть чтобы возвращать было легче. Вот давайте зададимся таким вопросом. Обусловлено ли то, что у нас вот в Якутии, в России огромное количество телефонных, интернет-мошенников, тем, что у населения низкий уровень финансовой грамотности? Я думаю, что рост мошенничества целиком и полностью связан с финансовой неграмотностью населения, так как финансово грамотный человек никогда в жизни не поверит, что он выиграл там лотерею, даже не купив билет, да, что ему звонят из Сбербанка и предлагают кредиты за мизерные проценты. Я думаю, что чтобы уменьшить количество интернет-мошенников, нужно в первую очередь прививать к людям финансовую грамотность. Иначе без финансовой грамотности мошенничество все же будет так расти, и все больше людей будут подвергаться этому. Майя, как вы считаете, влияет ли вот все-таки то, что у нас финансово неграмотное население, на то, что мошенничество оно распространено? Ну, конечно, это как раз-таки показатель, почему они до сих пор нам звонят. И в действительности они звонят либо напугать людей, чему люди верят, и это, скорее всего, недоверие к цифре, да, то есть они же говорят, у вас, пытались списать. А второе – это быстрый выигрыш. То есть быстро, люди верят в чудо, видимо, и с точки зрения того, что ведутся на то, чтобы
взять этот бесплатный сыр. Майя, какой совет вы дадите нашим ребятам, участникам аудитории и нашим зрителям? Ну, я бы хотела бы все-таки, чтобы ребята задумывались о своей финансовой грамотности уже со студенческой скамьи, да. Я знаю, что у всех есть повышенные стипендии. Их можно вкладывать не как только в фонды, да, и в банки, акции, в облигации. Их можно и тратить в свое развитие, вот про то, что говорили. То есть инвестиции бывают разные. Вот. Ну и как бы жить, как я уже несколько раз говорила, по доходам. Да, то есть, ну, получается, вы должны понимать, что ваши расходы должны быть меньше, чем доходы. У нас наступил тот самый момент, когда вы можете поменять свою позицию. Пессимист, который убедился в точке зрения оптимистов, может перейти на сторону, получается, противоборствующей стороны и наоборот. Ну, соответственно, оптимисты могут перейти к пессимистам, если посчитали то, что они сегодня были правее. Окей, друзья, определяемся. Ну и давайте на счет 3 можно будет перейти. 1, 2, 3. Давайте вначале спросим у тех, кто перешли на сторону оптимистов, почему они все-таки решили перейти. Я решила перейти на сторону оптимистов, потому что я, сидя там на стороне пессимистов, прослушала мнение нашего гостя и пришла к выводу, что я не такой уж и финансово неграмотный человек. Ну вот, поэтому я перешла сюда. Пожалуйста. Я перешла в сторону оптимистов, потому что я считаю, что я финансово грамотный человек, то есть. Майя, кто из наших участников вам понравился сегодня больше всего по итогам нашей дискуссии? Ну, я думаю, вот молодой человек, который активно, активно участвовал в разговоре, и действительно, оказывается, есть знания по финансовой грамотности. И не то, что есть знания, но еще и он, оказывается, инвестирует. Здравствуйте, меня зовут Буджугасов Руслан Романович, я из Татинского улуса, а сам живу в Усландане. Здесь учусь на слесаря по ремонту строительных машин в колледже ЯИВК и планирую стать бизнесменом и на тему здоровья и развивать свою деятельность, сам изучая биомеханику, биохимию и что-то в этом роде. Молодец. Давайте поаплодируем Руслану. Майя, что вы подготовили? Ну, в нашем институте мы очень практикуем именно игровой подход к образованию. Я считаю, что это безопасная среда для того, чтобы ребята могли обучиться гораздо быстрее и эффективнее. И я сегодня хочу подарить игру, именно «Монополия», с точки зрения того, что как раз-таки такие игры помогают развивать именно в части финансовой грамотности, и инвестиций, да. Ну и выпуск «Россия», как раз-таки, я думаю, что эта игра позволит тебе и понять нашу большую родину. Давайте поаплодируем. Ну, друзья, мы приглашаем вас всех подняться сюда, для того, чтобы мы еще могли пообщаться немного с нашим гостем, ну и друг с другом. Пожалуйста, ребят, поднимайтесь сюда. Это была передача «Я молодой». С вами были ее ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока. На самом деле финансовая грамотность – это очень важный навык в наше время для того, чтобы не быть обманутым и плюс вкладывать в будущее, развивать инвестиции и так далее. Сегодня ребята были очень стеснительные, были ребята с первого курса, большинство из них. Довольно-таки интересно прошла сегодня встреча. Мне порадовало то, что, оказывается, даже студенты СПО, вот с ЕИПК, довольно-таки много знают. И есть в действительности у ребят желание развиваться,
как и свое дело, так и становиться инвесторами для развития предприятий и отраслей.